Месяц март к концу подходит, смотрит солнышко нежней, и в сельби, селе Чувашском, начал таять снег дружней. Так начинается поэма известного чувашского писателя Константина Иванова «Нарспи». Знакомое многим, переведенное на разные языки произведение, стало одним из ярчайших памятников чувашской литературы. Мало кто знает, что автору произведения на тот момент было всего 18 лет. И не так много времени было отмерено ему на этом свете. Константин Иванов прожил всего 24 года, но оставил огромное творческое наследие. Личность Константина Васильевича Иванова, она удивительно многогранна. И, на мой взгляд, он сочетает две противоположности. Во-первых, это короткий путь его жизни, а во-вторых, это огромный вклад, который внес в чувашскую национальную культуру и литературу. Он прожил всего 25 лет, но благодаря своему таланту, благодаря своему литературному творчеству он сделал себе имя и стал основоположником чувашской национальной литературы, поэзии и классиком. Нужно отметить, что когда в 1908 году поэма была опубликована, и она разошлась по народу, можно уверенно сказать, что фольклорный этап чувашской поэзии прекратился, и чувашская поэзия, она стремительно ворвалась уже в мировое литературное пространство. В мае исполнилось 136 лет со дня рождения талантливого поэта, художника, основоположника чувашской художественной литературы Константина Иванова. Поэт родился в мае 1890 года в селе Слагбаш Белебеевского уезда Уфимской губернии, ныне Белебеевский район Башкортостана, в чувашской крестьянской семье. Отец Константина Иванова считался одним из богатых людей в округе, стремился дать хорошее образование своим детям. Личность Константина Васильевича Иванова многогранна, как я отметил. Она не ограничивалась только литературной деятельностью. Он проявлял себя также блестяще и в других областях. Во-первых, он был переводчиком. С русского на чувашский переводил произведения Лермонтова, Некрасова, Майкова, Кольцова, Бальмонта. Под руководством выдающегося чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева он переводил те или иные литературные произведения для чувашского букваря. Он прекрасно рисовал натюрморты, портреты, пейзажи, рисунки своих родственников, родителей. Некоторые, конечно, сохранились, большинство не сохранилось. Также известно, что он иллюстрировал упомянутый мною иллюстрированный букварь для чувашских детей, обучающихся в школах. Также известно, что в 1913 году по просьбе преподавательского состава Симбирской чувашской учительской школы он подготовил декорации для оперы Глинки «Иван Сусанин». И что еще интересно отметить, он видел себя художником, он брал частные уроки у именитых художников, которые жили тогда в Симбирске, брал у них частные уроки и серьезно готовился для поступления в Академию художеств, который располагался в городе Санкт-Петербурге. В 1907-1908 годах Константин Иванов создает целый ряд оригинальных произведений. В 1908 году выходит книга «Сказки и предания Чуваш», куда вошла и поэма «Нарспи». Произведение национальное по форме, яркое и своеобразное, вместившее в себя неисчерпаемое богатство устного народного творчества. Именно так оценивает поэму Александр Твардовский. Когда он приезжал на родину, обучаясь в Симбирской учительской школе, он по заданию своих преподавателей в окрестных селениях собирал чувашский фольклор. Песни, загадки, наговоры, заговоры. Фольклор самых разных жанров. И что нужно отметить, некоторые свои эти собранные произведения потом использовал в своих произведениях, в том числе знаменитой поэме «Нарспи». Мустай Карим писал: «Я никогда не перестану удивляться и поражаться чудом, имя которому Константин Иванов.
О нем я сужу не только по его широкой славе, а по свету, звучанию, аромату, по сути, каждой его поэтической строки. Ибо как сопереводчик Нарспи на башкирский язык я испытывал неописуемый праздник в себе от прикосновения к этому шедевру, от причастности к нему. В Иванове я вижу высшее проявление раскованного, творящего духа нации. Он дал беспредельную свободу чувашскому слову и долговечную жизнь ему. Это был неповторимый взлет. Незадолго до смерти он увлекся фотоделом. Он купил по тем временам очень дорогую фотоаппаратуру. И потом уже делал пробные снимки, а потом уже профессиональные снимки. И после него остались десятки самых разных таких фоторабот. В основном, конечно, это его родственников, его друзей, современников, с которыми он общался. И еще один такой маленький факт. Он из деревянных разных мелких деталей сконструировал сперва, а потом собрал печатную машинку. Константин Иванов обладал многогранным талантом в самых разных сферах. Поэт, художник, переводчик, педагог. Он редактировал чувашские учебники, переводил произведения русских писателей. Его бессмертные произведения любят как взрослые, так и дети. Мы в Чувашской воскресной школе очень тщательно изучаем творчество Константина Васильевича Иванова. В кабинете чувашского языка и литературы имеется стенд. Дети особенно изучают произведения Нарспи очень с интересом, с большой любовью. Особенно им нравятся отрывки поэмы, где Константин Васильевич Иванов описывает природу. Ну, в этом году мы тоже отмечали день рождения Константина Васильевича Иванова в школе, изучили еще раз, закрепили творчество его, провели викторину и, конечно, звучали его произведения. Жизнь Константина Иванова была короткой. Прожил всего 24 года. Однако его стихи и поэмы стали нерукотворным памятником, увековечившим имя писателя в сердцах миллионов читателей. А в Уфе на протяжении 40 лет успешно работает и ансамбль, названный в честь его известной поэмы «Нарспи». «Славянская свеча. Пушкин и Аксаков. Хранители родного слова». Так называлось мероприятие, организованное Собором русских Башкортостана в Доме-музее имени Сергея Аксакова. Интерактивная программа была приурочена сразу к нескольким датам – дням рождения Александра Пушкина, Сергея Аксакова и дням славянской письменности и культуры. Мы решили сегодня совместить все эти три события и пригласили детей в Дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова в этот, я бы сказал, такой благодатный дом, где все дышит творчеством, все дышит XIX веком, чтобы дети, во-первых, эту атмосферу приняли, во-вторых, чтобы немножко душа у них поработала, чтобы вот они посмотрели, какие ордена в XIX веке эта семья зарабатывала, в какой обуви ходили, какие танцы танцевали, в каких условиях жили. Это все очень красиво. И красивое проживание, наверное, подразумевало и красивую душу. А все это, в принципе, сделано в первую очередь для того, чтобы наши дети вырастали настоящими нашими россиянами. Красивыми, с красивой душой, с хорошими знаниями, чтобы они знали
что такое русский язык и кто такой Сергей Тимофеевич Аксаков и Александр Сергеевич Пушкин. Для детей была организована насыщенная культурно-образовательная программа. Старший научный сотрудник Татьяна Петрова рассказала ребятам о детских годах Сергея Аксакова в этом доме. Провела экскурсию. Педагоги молодежного клуба «Яшлик» организовали творческие мастер-классы по аквагриму и росписи пряников в форме аленького цветочка. После просмотра мультфильма по мотивам аленького цветочка состоялась презентация современного прочтения сказки. Автор программы Эля Васильева показала, как переложила аленький цветочек в стихотворную форму и рассказала о подготовке детской книги с собственными иллюстрациями. Мне всегда нравилась эта сказка и диснеевский мультик «Красавица и чудовище». И когда я узнала, что проходит творческий конкурс Аксакова, я попыталась поучаствовать, но это он был для студентов, и поэтому я просто решила доделать задуманное до конца и выпустила в стихах «Аленький цветочек» со своими иллюстрациями. И моя книга написана большим шрифтом, и мне кажется, что дети сами, вот как раз сегодня у нас 4 класс, я им дарю каждому ребенку такую книжку. Я надеюсь, что они получат удовольствие. Она сделана своими руками практически, нарисованы все иллюстрации, поэтому я вложила всю свою душу. Мероприятие позволило юным участникам погрузиться в атмосферу волшебства и творчества. Оно стало своеобразным мостом между прошлым и настоящим, напоминая, что слово – это не просто звуки, а живая память народа, которую важно беречь и передавать из поколения в поколение. Башкортостан славится не только природными богатствами и архитектурно-историческим наследием, но и многовековой традицией межнационального согласия. На его территории веками мирно сосуществуют и развивают свои культурные традиции представители самых разных национальностей. О самобытной истории еврейской общины Башкортостана подробно рассказывает автор одноименной книги, краевед, писатель, публицист, член Союза журналистов России Эмма Шкурко. Заселение евреев в Уфимскую губернию началось в середине XIX века, когда появились указы императора Александра II о разрешении жить отдельным категориям евреев во внутренних губерниях России, не ограничиваясь чертой оседлости. Кто были эти люди? Это были николаевские солдаты. Николаевские солдаты были в детстве, в 12-13 лет, взяты в кантонистские школы для приготовления в дальнейшей воинской службе, пройдя жестокие испытания, иногда претерпевая жестокий прессинг. Их заставляли многих креститься, но некоторые ребята удерживались. Они отслужили в армии 25 лет, проявив мужество, героизм, о чем писал выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов. И они имели право селиться вне всяких ограничений. И не только они, но члены их семей. И Уфимская губерния была достаточно привлекательной, вполне умеренный климат, вполне доброжелательное население, которое хорошо приняло новых переселенцев. Они стали здесь заводить какие-то лавки, магазины. Много было здесь кустарей, ремесленников, в которых губерния нуждалась: сыровары, мыловары, жестянщики. Для журналистов Эмма Александровна – настоящая находка. Эта удивительная женщина – автор и ведущая документального фильма «История уфимского штетла». Сегодня еврейская этническая сообщность Башкортостана состоит из небольшого числа потомков старожилов края, иммигрантов Первой мировой войны, а также тех, кто приехал сюда во время Великой Отечественной войны и их потомков, еще хранящих память о быте, традициях, культуре своего народа. Ее перу принадлежит множество ярких очерков о евреях Башкортостана. Она хранит в памяти целую эпоху. Благодаря своим энциклопедическим знаниям Эмма Александровна может оживить прошлое, увлекательно и детально рассказать о судьбах первых еврейских переселенцев, их быте и традициях. Мы находимся на улице Гоголя, бывшем центре еврейского микрорайона Уфы. Именно в этой части города и близлежащих улицах на протяжении десятилетий селились здесь
евреи. Первые упоминания о молитвенном доме относятся к 1855 году в энциклопедии Брагауза и Фрона. Скорее всего, это молитвенный дом вне черты оседлости, предназначался для заезжих купцов и от солдат, которые служили в Уфимской губернии. Этот микрорайон, в котором мы сейчас находимся, он предназначался для людей бедных, работников, которые вели скромный образ жизни, говорили на идыш. Здесь подрастали их дети, здесь они общались между собой. И в 1896 году здесь уже возникло здание синагоги деревянное, которое в 1915 было перестроено в каменное. Эмма Александровна унаследовала традиции служения обществу от своих предков. Ее прадед был николаевским солдатом-акантонистом, а отец – инженером, жившим по принципу «все на благо общества». Сама героиня посвятила жизнь профессиональной и просветительской деятельности. Она врач-невролог и автор более 70 научных работ в области краеведения, истории, а также изучения духовной и материальной культуры евреев Башкортостана. В 1988 году был создан клуб любителей еврейской культуры «Штерн», потом «Кахав», который вначале проводил светские мероприятия, а в дальнейшем в 2000 году прибыл в Уфу раввин Дан Кричевский. Началась религиозная жизнь общины. Существует театр «Шалом алейхем». Спектакли театров пользуются успехом у жителей разных национальностей. В Национальном музее Башкортостана хранятся экспонаты, по которым можно многое рассказать о жизни и культуре жителей республики. Этот снимок сделан в конце 1990-х годов. На нем активный член Уфимской еврейской общины трубит бараний рог шафар. Трубление шафар символизирует наступление еврейского Нового года. В этом году исполнилось 25 лет пребывания в Уфе раввина Дана Кричевского. И мы посчитали, что будет гораздо уместнее в музее поместить его фотографию трубящего шафар. В газете «Единая Россия. Башкортостан» рассказывается о деятельности различных общин. Это посвящено году единства народов страны. В номере за 9 апреля этого года приводится рассказ об Уфимской еврейской общине. Здесь находится тфилин, небольшие коробочки, внутри которых находятся фрагменты Торы. Они прикрепляются к руке молящегося и на лбу. Здесь мы видим также хлеб скудости, пасхальный хлеб мацу. Здесь же находится оригинальный светильник, произведение прикладного искусства евреев Восточной Европы. Светильник, который зажигают во время праздника Ханука. И называется этот светильник Ханукия. Зажигают по одной свече каждый день. Этот маленький предмет, который я держу в руках, можно увидеть на косяках дверей. Он так и называется, дверной косяк, многих еврейских жилых домов, общественных зданий. Мезуза состоит из футляра, в котором находится свиток с изречениями из Торы. Потом он закрывается, и его помещают на дверной косяк. Это своего рода оберег, это приобщение к еврейской жизни, который можно увидеть во многих местах. В 60-е годы здесь можно было услышать разговор людей на языке идыш. Я сама это помню, когда ходила с мамой к нашему дедушке, который жил на Сталина, на Некоммунистической, 17, в деревянных домах, где в годы войны поселились беженцы. Население губернии, а затем Башкирской республики неуклонно росло, как годы гражданской войны, беженцы от погромов, Первую мировую войну и, конечно, в годы Великой Отечественной, когда они нашли здесь приют и помощь. И моя мама была всегда благодарна этому дому на Сталина, 17, который приютил
в одной комнате их большую семью, дал возможность жить, получать образование. И мы это всегда помнили и будем помнить. Это Саша Сабир, это его жена Рая и дочка Рита, которую моего дедушка называла «мой дедушка», я ревновала. И когда она собралась замуж, она пришла и спросила: «Дедушка, а что вы скажете?» И дедушка одобрил ее брак с евреем, и Рита прекрасно с ним прожила жизнь. Когда умер дедушка в 1967 году, мама поклонилась и сказала спасибо дому, который стал их родным домом в годы Великой Отечественной войны. Здесь не было национальной розни, здесь жили соседи разных национальностей, я их помню. Есть люди, чье призвание – сберечь и передать грядущим поколениям духовное наследие предков. Жизнь и деятельность Эммы Александровны – яркий тому пример. Скромность быта и равнодушие к материальным благам – удел многих ученых, исследователей и краеведов, чьи труды становятся бесценным вкладом в сокровищницу национальной культуры. Хлебом и солью, целебным кумысом, медовым чак-чаком. Так в Гафурийском районе встречают гостей Сабантуя. Торжественно, красочно, весело проходит в деревнях и селах Башкортостана традиционный праздник тюркских народов, знаменующий завершение посевных работ. Каждый год он расцветает яркими красками, звенит песнями и смехом, дарит людям радость и веселье. Мы собираемся все здесь с друзьями, да, там, у кого-то мама приходит, да, с кем-то мы учились, там, как-то это объединяет. Это вот именно то, что вот мы общаемся, видимся, потому что в наше время кто-то работает, да, кто-то занимается, но это то место, где мы можем увидеться и пообщаться. Ну и самое главное, что мы не забываем традиции. То есть каждый год мы собираемся, действительно собираются все, как говорится, хлеборобы наши, все предприниматели, и мы можем найти точки соприкосновения, допустим, и в дальнейшем двигаться. Сабантуй в Башкортостане давно перерос рамки национального праздника и стал ярким примером межнационального единства. Он объединяет людей самых разных национальностей, отражая многовековую традицию мирного сосуществования народов республики. И в Гафурийском районе в этот день звучали башкирские мелодии, русские песни, и татарские напевы переплетались с мелодиями других народов. За трудовые достижения наградили передовиков производства. Среди них Ильназ Газизов. Он в 16 лет сел за руль трактора. После службы в армии стал механизатором. В рамках частичной мобилизации участвовал в специальной военной операции. А после тяжелого ранения и реабилитации вернулся на родину и вновь занялся любимым делом. На СВО в 22 году поехал, в 23 году ранение получил, потом 9 месяцев в госпитале, потом вернулся в 23 году. В октябре в 25 году устроился обратно на работу. Бег в мешках, куреж, волейбол и другие состязания привлекали участников самого разного возраста. В некоторых из них девушки проявляли особую активность. А вот и покоритель самого высокого столба Фаиль Гафаров. Рекордсмен по числу побед, он на протяжении 4 десятилетий не уступает первенства никому. Сколько лет вам? 59 будет. В этом году 59. Почему выбрали именно такой подарок? Ну, я говорю, у меня же
внуки растут, внучки. Потому что у самих есть, пускай им будет тоже подарок. Ришат Шаймарданов, основатель и организатор турниров и соревнований древнетюркского боевого искусства «Каракаплан», провел мастер-класс по традиционному древнебашкирскому боевому искусству. Продемонстрировал форму одежды северных амуров, снаряжение башкирских воинов 1812-14 годов. Всякий бой переходит на ближний. В ближнем бою применяли ножи ханьяр. Кульминацией праздника стали захватывающие скачки. Удалые наездники показали мастерство верховой езды и скорость своих скакунов. Какой же праздник без башкирского гостеприимства? Волонтеры из числа матерей участников СВО приготовили плов и угощали всех желающих. А их было немало. Многие приехали издалека семьями. Мы приехали из города Салавата. Детям показать сабантуй, традиции, конные скачки смотреть, родственников увидеть. Сабантуй в Башкортостане – праздник, объединяющий народы. Веками в нашей республике живут и трудятся люди разных национальностей, бережно храня свои обычаи и уважая традиции соседей. Именно это взаимное уважение стало основой нашего единства, солидарности и неповторимого культурного наследия.